Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І продовжуємо говорити також про миротворців на Донбасі. У студії ми вітаємо Марію Кучеренко, аналітикиню Центру досліджень проблеми громадянського суспільства. Добрий вечір, Марія. Добрий вечір. І от сьогодні засоби масової інформації, вони цитують велике інтерв'ю спецпредставника США по Україні Курта Волкера, і дуже багато говорять про, де він дуже багато говорив про миротворців. Він дав інтерв'ю великому виданню Вашингтон Пост американському, і він каже, що поки що не досягнуто ніяких домовленостей із Росією, яка є дуже важливою стороною щодо у мінських домовленостей і взагалі у цьому переговорному процесі щодо Донбасу. І єдине, що вдалося дізнатися, що Сполучені Штати Америки не будуть наполягати на тому, що у миротворчій місії не будуть присутні росіяни. Давайте почнемо нашу розмову з того, як ви взагалі оцінюєте ефективність миротворчої місії, якщо вона буде на Сході? Ну, на самом деле, миротворческие миссии – это вопрос всегда очень и очень сложный. То есть, если мы будем смотреть на это с позиции каких-то отчетов международных организаций, то мы увидим просто, Европа, главный миротворец, ООН, это все так замечательно, бравурно и прекрасно. Но если мы посмотрим на это с позиции того, что есть по факту, в реальности, в тех районах, где проводились, собственно, миротворческие операции, то мы увидим, что основные задачи так и остаются не достигнуты. То есть, это зачастую заморозка конфликта, и ничего более. То есть мне, например, вот с моей точки зрения, мне не кажется, что была вообще когда-либо хоть одна миротворческая операция из серии того, что мы называем peacekeeping. Тобто дотримання миру, так? Тобто навіть підтримання миру. Підтримання миру, да. Так, підтримання миру. І їх називають піскіперами, так? Або блукеск, так? Да, совершенно. І, наприклад, коли ми говоримо про досвід миротворців, і ми говоримо про Європу, то якби таким найближчим прикладом не тільки у часовому відрізку, але також і в географічному, це є колишні країни Югославии. Все правильно? Да, совершенно верно. Это вот такие примеры, близкие к нам территориально и во временном смысле, но сравнивать это все с нашей ситуацией некорректно. Но тем не менее, я считаю, что из того, что происходило на Балканах в 90-е годы, мы можем извлечь очень много полезных для себя уроков. Только эти уроки будут не в ключе того, что взять и повторить, а в ключе, как делать не надо. От ви є противницею того, що порівнювати події, які сталися на Балканах, і з подіями, які зараз відбуваються в Україні. Чому? Да, я последовательно выступаю против такого сравнения, потому что если мы посмотрим на саму природу конфликтов, которые происходили на Балканском полуострове, мы увидим совершенно другие факторы. То есть это религиозный фактор, это межэтническое противостояние, плюс мы не должны забывать, что это был развал авторитарной державы Тита. И этот развал вылился в прямое военное противостояние. Мы могли бы сравнивать это с развалом СССР, если бы вот во время развала СССР на всей территории СССР проходили войны. Ну и опять-таки это все равно было бы некорректно, потому что в таких объемах религиозный фактор у нас, конечно же, не присутствовал. Тобто саме через те, що там був присутній фактор християни-мусульмани, так? Або православні? Даже, я бы сказала, православные, католики и мусульмане. То есть очень жесткая оппозиция между всеми тремя. И очень жесткая ненависть на этой почве именно от человека к человеку. Откуда произошел такой жесткий характер самих бойових действий. Минулого тижня Міжнародний трибунал, він виніс вирок, так, Радко Младичу, сербському генералу, довічне ув'язнення, або до віку ще кажуть. І видно було, що Радко Младич, він не кається, так, у тих всіх речах, які він зробив. Йому інкримінують те, що він вбив понад 7 тисяч мусульман у Сребрениці. Так, і там досить така цікава ситуація була, тому що коли заходили військові Радко Младича, серби, так, це місто контролювалося миротворцями, так? Да, совершенно верно. Это была зона безопасности под контролем миссии СООНО или ЮНПРОФОР, и был там контингент из 600 голландских миротворцев. И на самом деле в их мандат входило поддержание мира и контроль над недопущением эскалации в этих зонах безопасности. Но на самом деле миротворцы из Нидерландов не смогли ничему помешать тому, что произошло в Сребренице, и они не могли помешать.
так как там была очень... Миротворці це були військові, правильно я Да, розумію? это военный контингент, но вооруженный стрелковым оружием. То есть у них не было каких-то серьезных, таких достаточных для той ситуации технических, военно-технических средств. Это первая ошибка. Если мы посмотрим на то, что происходило с миротворцами из Нидерландов, там, в Сребренице, вот 8 июля 1995 года их припугнули, по ним начали стрелять, сказали, что если вы сейчас не оставите эту зону безопасности, это было сказано со стороны армии боснийских сербов, то мы продолжим насилие над вами, и вам некуда будет деваться. Действительно, это было огромное и превосходство в оружии, огромное превосходство по численности. После этого была предпринята попытка со стороны союзников НАТО оказать авиаподдержку миротворцам, но, к сожалению, после того, как была предпринята такая попытка, боснийские сербы заявили, что или НАТО прекращает свою интервенцию, или миротворческий контингент из Нидерландов под Сребреницей будет полностью с особой жестокостью уничтожен. То есть здесь опять-таки нужно не играть в какие-то иллюзии, не заигрывать с ними, а понимать, четко оценивать противника, четко оценивать морально-нравственные качества противника и понимать, как далеко противник может зайти. От якщо б був цей миротворчий контингент все-таки введений на схід України, так, це чітко зрозуміло, що це не буде місія з поліцейським мандатом, а це має бути військова місія, так? З певним озброєнням. Зараз ведуться дебати між Сполученими Штатами Америки і Росією, де саме він має стояти, чи на лінії розмежування, яка зараз розділяє підконтрольну і непідконтрольну територію України, чи ці миротворці мають бути десь по території непідконтрольній, так, чи вони все-таки мають стояти на україно-російському кордоні. Однак ці миротворці, вони зможуть виконати свою місію, на вашу думку, чи все-таки можуть бути ідентичні проблеми, які були в Сребрениці? Знаете, я думаю, что тут могут быть проблемы даже не столько, как в Сребренице. Проблемы возникнут с самого начала, так как, опять-таки, с национальным составом миссии. Что у нас? Ну да, Волкер сказал, что не будет россиян. Это прекрасно. Но что мы, как страна, что мы, Украина, сделали, чтобы россиян там не было? То есть пока страна не признана стороной конфликта ООН, ее представители легко могут... Ну, то есть нет никаких законодательных препятствий, понимаете? Опять-таки нет закона о том, что Россия оккупант и то, что это оккупированные территории. Он сейчас обсуждается, да, и я считаю, что с ним надо ускориться, потому что это... Ну, це вже тягнеться понад 3 роки. Наприклад, була зустріч Волкер-Сурков, так, яка пройшла в Белграді, і досі Росія не хоче визнавати свою присутність на сході України. Це проблема, на вашу думку, дуже велика? Це огромна проблема, і один закон наш здесь будет гораздо эффективнее 1000 речей в ООН, 1000 дебатов, 1000 статей. Потому что если есть какие-либо юридические основания говорить о том, что Россия агрессор, хотя бы поданные с нашей стороны, это уже серьезный плюс в дебатах. Кроме того, если мы вернемся непосредственно к тому, что такое миротворчество и какие были проблемы до этого на территории бывшей Югославии, конечно же, я более чем уверена, что мы имеем все шансы столкнуться опять-таки с вот этим вот противоречием в понимании терминов. То есть люди будут ожидать, что миротворцы сейчас придут нам помогать, а на самом деле этого не будет. И это будет неизбежно рост протестных настроений со стороны как тех же комбатантов, так и местного населения, потому что, опять-таки, когда люди ожидают большего, чем можно предложить в данной ситуации, то, конечно же, будут проблемы. А от яка функція миротворців? Так? Якщо ми будемо говорити про практичні речі, так? Вони мали там стрілкове озброєння, ви сказали, в Сребрениці, і що вони ж фактично мали не допустити, так? Насильства. Да, і цього не зробили. Ну, в мандате в их прямо вот так и сказано, это прямая цитата с сайта ООН: «Создание условий мира и безопасности». Ну, это такая наивность, если честно, на грани с идиотизмом. Как можно создавать мир и безопасность, когда у тебя с двух сторон две мощнейшие армии, которые друг друга ненавидят, которые хотят убивать, а они хотели убивать обоюдно, они были настроены на эскалацию. Когда не было достигнуто... Вот прежде чем вводить миротворцев,
в принципе, должна быть достигнута какая-то адекватная договоренность между сторонами. Причем это должны быть не два листка бумаги, как Минские соглашения. Это должно быть то, с чем стороны согласны по факту и готовы выполнять. Ну, дивіться, це їхній мандат, але коли, наприклад, ситуація напружується, як мають діяти ці миротворці, так? Ну, там, наприклад, прикинемо, так? Теоретично, так? Да. Дві сторони, вони доходять до якоїсь точки кипіння, так? Ескалація конфлікту досягає своєї вершини. Яка дія миротворців? Ставати на якусь сторону? Чи... Нет, они ни в коем случае не должны становиться. А як? А воювати проти двох? Все-таки забезпечення миру, воно передбачає застосування зброї. Погоджуєтесь? Да, совершенно верно. Но прежде должны быть проведены переговоры со сторонами. Это также подробно было вот описано в мемуарах участников тех событий, вот именно составляющих миротворческий контингент. Но, к сожалению, да, вот миротворцы должны быть готовы к тому, что могут переговоры не увенчаться успехом, им придется применять оружие. І вони також повинні бути готові к тому, що якщо... Але ви зрозумієте, тут я вас переб'ю, так 600 їх було, так? 600, голландців. да, Як вони могли протидіяти армії з одного боку, так, Радко Младіча, і з другого, я думаю, що там також було конфлікти. Нас Рорич тоже, так скажем, не слишком был этим доволен. Они не могли, в этом и дело. Просто, опять-таки, неправильное стратегирование, неправильное планирование приводит к трагедии. Вот и все. 20 тисяч. Йде мова про 20 тисяч миротворців потенційних, які мали би зайти на Донбас. Це достатня цифра? Я, если честно, затрудняюсь согласиться с этим, потому что в случае с ООН территория Хорватии и Боснии, вот этот миротворческий контингент 38,5 тысяч человек. Чему это помогло? Ничему не помогло. То есть тут, опять-таки, вопрос даже не столько в численности, хотя и в ней тоже. Вопрос в том, насколько готовы стороны конфликта к такому миротворчеству. Потому что если, опять-таки, возвращаемся к тому, что видели себе боснийские сербы, бошняки, что видели себе те же хорваты, где тоже кейсы миротворчества сильно переоценены, они не собирались прекращать насилие. И пока нет воли со стороны непосредственных участников конфликта, это все бесполезно. Вот чому учить нас Югославія. Так, я правильно розумію вашу логіку, що поки що це все йде сотрясання воздуха, так, оці всі переговори? Абсолютно. С моей точки зрения, это сотрясание воздуха. И совершенно очевидно, что россияне на последней встрече, вот Сурков конкретно, он согласился о 3 абзацах из 29 предложенных американской стороной. И высказался в том ключе, что 3 это не 0, я помню прямую цитату, 3 это лучше, чем 0, сказал Сурков. Кроме того, Сурков высказался в том ключе, что российская сторона интерпретирует Минские соглашения не так, как их интерпретирует Украина, не так, как их интерпретирует США. По Суркову сначала должна идти политическая часть, а потом безопасность. Мы с этим, конечно же, согласиться не можем. Щоб розуміли наші телеглядачі, політична частина – це вибори. Так? Тобто Росія хоче, перш за все, виборів, а вже потім ми говоримо про безпеку. Натомість Сполучені Штати Америки і Україна з тим також погоджуються. Перш за все, це є безпека, тобто встановлення контролю над тими територіями, роззброєння тих людей, які там воюють, бойовиків і так далі, і вже потім вибори. Тяжелой техники, да, совершенно верно. Но вообще Минские соглашения это будет постоянный камень преткновения между сторонами, потому что, во-первых, что такое Минские соглашения? Это даже не может считаться документом, потому что в нем значатся стороны, которые не существуют юридически. Это не документ. Но его будут бесконечно интерпретировать на свой лад всяческие Сурковы и прочие представители администрации президента, для которых этот документ основной. То есть вся их риторика, она строится вокруг тех подводных камней, которые заложены внутри Минских соглашений. И мы неизбежно будем с этим сталкиваться. Поэтому нам сейчас очень важно понимать вот эти все подводные камни очень четко и определиться со стороной конфликта. Кто вторая сторона? Что мы делаем на востоке Украины? От конфлікт зараз триває вже понад рік, так? Не понад рік, перепрошую, понад 3 роки, так? Скоро 4 роки ми будемо мати, так? Года. І от мені довелось читати думки Наталії Міріманової, так? Можливо, ви її читали також. Тобто вона експерт-практик, вона себе представляє, так? Її публікують час від часу. Вона брала участь у переговорах, так, у конфліктних зонах, і вона зазначила таку досить цікаву річ. Якщо конфлікт затягнеться на понад 5 років, він
може тривати достатньо довго. Тобто вирішення проблеми не буде багато років, і країні потрібно буде приготуватися, що ця така гнійна рана на її території, вона от буде перебувати там. Ви К погоджуєтесь з сожалению, цим? мне нечего противопоставить этому, да. Тобто Есть Україні така потрібно до перспектива. 5 років, так, якось вирішувати цей конфлікт? Я бы не привязывалась так остро ко временным рамкам, но такая угроза, что-то будет замороженный, даже не замороженный, нет, тлеющий конфликт, она на сегодняшний день как никогда реально ощутима, и все к тому идет. Кого-то устраивает замороженный или тлеющий конфликт, кого-то не устраивает, и я могу сказать кого. То есть это в первую очередь не устроит комбатантов. Потому что настроения на фронте сейчас, они, ну, как вам сказать, военные не воспринимают все эти инициативы как что-то положительное, потому что они теряют боевых товарищей, они видят, какой ужас творится на тех неподконтрольных территориях, а это действительно гуманитарная катастрофа, это по-настоящему ужасно, то, что происходит там. И люди, которые находятся там на местах, воюя за Украину, они, конечно же, не согласны с тем, чтобы это продолжалось до бесконечности. Тобто ви маєте на увазі, що люди не задоволені тим, що далі війська не йдуть вперед, так? Ви це маєте на увазі? Я имею в виду даже не столько идти вперед, сколько возможность адекватного военного ответа сразу же на ту эскалацию, которая идет с той стороны. И на самом деле тут опять-таки есть опасность с контингентами ООН. Когда вводится миротворческий контингент, миссии ООН могут длиться десятилетиями. То есть у нас масса таких примеров. Это тот же Кипр, Кипр, Ближний Восток. Очень много таких примеров, когда миссии ООН становятся просто частью политического ландшафта стран. То есть мне доводилось бывать на Кипре. Да, и вот линия разграничения ООН, там, кажется, с 1964 года, если я не ошибаюсь. И так они все и живут. Чому таке велике обговорення йдеться навколо того, які країни зможуть прийняти участь у цій миротворчій місії, тобто хто безпосередньо стане піскіпером? Вот здесь, да, есть определенные подводные камни, потому что это действительно очень важно. Если это будут какие-то державы-сателлиты России, как то Беларусь, ну, дискуссия вокруг которой, слава богу, немножечко поутихла в связи со шпионским скандалом, и как бы это был... Некоторые аналитики интерпретируют это как определенный знак, что белорусских миротворцев уже не будет. Хотя правительство Беларуси предлагало это. Это может быть Казахстан. И здесь опасность такова, что вот мы видим, как работает Россия. Это гибридные вот эти методы, гибридные угрозы, что мешает под видом казахов отправить сюда граждан России с серьезнейшей военной подготовкой, которые будут заниматься здесь диверсиями. И это очень важно, и это очень страшно, если это будут какие-то державы-сателлиты РФ. И я пока что... Я хочу в этом ошибаться, но я пока не вижу реальных механизмов противодействия этим ситуациям, потому что, да, то, что сказал Волкер, что россиян не будет, это хороший знак, это прекрасная новость, но, опять-таки, возвращаемся к тому, а что сделали мы для этого? Да, есть некая такая позиция Украины. Что вы маете на увазі, что сделали мы? Опять-таки, возвращаемся к тому, что законодательно Россия не является оккупирующей стороной на Донбассе на сегодняшний день, и нужно к этому как-то уже подходить. Кроме того, да, мы артикулировали... Ми визнали на законодавчому рівні, що Росія є агресором, так здається? Да, это было очень трудно, и мне действительно было тогда, ну, не то чтобы непонятно, это вызывало у меня недоумение на грани со злостью. То есть, а какие могут быть вопросы? Міни летять, снаряди розриваються. А от на загал люди не розуміють от тих всіх юридичних нюансів і деталей. Що це означає, так? Чому ми не хочемо цього зробити на законодавчому рівні багатьох речей? Ну, это вопросы не ко мне. На самом деле, это вопросы к тем, кто не хочет этого делать. Я выступаю сторонником того, что это нужно сделать. Но люди часто, даже эксперты, даже аналитики, часто подменяют понятия. То есть вот с тем же разрывом дипотношений с Россией.
Очень часто масса манипуляций, что это якобы равняется объявлению войны РФ. Ну не равняется это объявлению войны Ну, РФ. консули там залишаться, які можуть ходити до наших політв'язнів, все правильно. Ну, тобто розірвання дипвідносин. Це не означає, що консул не може там ходити, так? Это означает, Тому що например, посол і консул – це різні речі. посол и консул – это разные вещи, во-первых. Во-вторых, в случае разрыва дипломатических отношений часто интересы сторон представляет третья сторона. Вот, например, Грузия и Россия интересы представляла Швейцария, будучи третьей стороной. И одно дело не пустить, вот если перенести это как на нашу ситуацию, одно дело не пустить украинского консула к политзаключенным нашим в РФ, а другое дело не пустить представителя Швейцарии. То есть это совершенно разные по тональности политические высказывания. Помимо этого есть еще миф о том, что вот военное положение тоже равняется объявлению войны РФ. Не равняется. Это внутренний правовой режим, в первую очередь, который уменьшает риск манипуляции по поводу действий, совершенных военнослужащими. То есть мы это видели недавно, к чему может привести вот эта правовая недосказанность и недоурегулированность. На вашу думку, як би Курт Волкер правильно діє? Він достатньо, як спецпредставник по Україні, робить активні кроки щодо регулювання ситуації? На мой взгляд, Волкер сильный переговорщик, да. Он прекрасно понимает, о чем говорит Сурков. Во-первых, это вот плюс Волкера. Во-вторых, он делает то, что он может. Но здесь, опять-таки, не стоит забывать, что Волкер – это представитель США. И он будет отстаивать интересы США, а не Украины. И кроме нас, наши интересы отстаивать не будет никто. Поэтому Волкер – это, ну, с моей точки зрения, это неплохо. Це лучше, чого ми могли ожидати. А от, наприклад, ну, дуже багато засобів масової інформації надається увазі Курта Волкера, і часом я отак, коли порівнюю, менше говорять українські політики, так? От засоби масової інформації, вони більше говорять Волкера. Ви ж погоджуєтеся, правда? Ну, да. Чому так? Тому що Україна, вона не діє як окремий гравець у цій всій ситуації? Да, знаете, это большая проблема, на мой взгляд. И мне хотелось бы видеть со стороны моей страны больше субъектности. И я настаиваю на том, что мы должны потихоньку обретать какую-то субъектность. Наш голос должен звучать резче и увереннее. И если мы сами не покажем, что нам это все нужно, нам нужна наша страна, нам нужна наша территориальная целостность, никто этого не сделает за нас. Понимаете, ведь с той же Югославией было как? В самом начале сербо-хорватской войны, например, Евросоюз очень сильно призывал к тому, что нет, надо сохранять Югославию. Пока они не увидели, что у хорватов есть действительно политическая воля к независимости, что они будут отстаивать ее любой ценой, и что с этим придется мириться. Тобто тут фактично Європа, вона виступала на зовсім інших позиціях, як зараз вона виступає, так, коли ми говоримо у відношенні до України, та сама ситуація, так? Да, безусловно. То есть Европа будет до определенной границы, она будет постоянно говорить, что нет, договаривайтесь, решайте это как-то мирно, давайте оставим как было. И будет говорить с таких позиций, пока с нашей стороны не будет проявлена достаточная политическая воля. Коли Європа зможе змінити свою думку? Що її зможе підштовхнути? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что на сегодняшний день все очень осложнено, опять-таки, гибридным влиянием России. Россия очень сильно финансирует политиков в Европе. Партии вы маете на увазі, партии, так? отдельных политиков, отдельных евродепутатов, отдельные там какие-то ультраправые движения. Ультраправые – это всегда такая благодатная почва для российских спекуляций, в том числе І спекуляций. тому на даному етапі дуже важко говорити про якусь реальну підтримку зі сторони Європейського Союзу, так, у політичному плані. Ми не говоримо там про якісь фінансові, тому що вони нам допомагають і дають кошти, а саме в політичному плані вирішення питання Донбасу. В политическом смысле это очень-очень сложная материя. То есть, опять-таки, мы должны научиться играть с Россией в ту игру, в которую она играет с нами. То есть гибридные угрозы – хорошо, мы будем противодействовать гибридным угрозам. И надо искать именно механизмы противодействия по донесению своей позиции, по ее более четкой артикуляции, по многим другим вещам. То есть нам в этом очень сильно помогают наши диаспоры в Европе. И спасибо им за это, потому что если бы не активность, собственно, украинской диаспоры, многое было бы гораздо хуже. Культурная дипломатия, опять-таки. Дякуємо Марії Кучеренко, аналітику Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Мене звати Любомир Ференц. Вже за кілька хвилин тут у студії буде Айдар Муждабаєв і дивіться його програму «Прайм».